идеи, они же приходят постоянно, и сама жизнь служит толчком для этих идей. Мы с моей супругой сделали проект «Мозголампы». Я ее замоделил там за несколько часов, вывесил в интернет, и у меня взорвалась почта. Лично для меня вещь, если она функциональна и хорошо это делает, то она не может быть уродливой. Я всегда понимал, что я рисую, то есть еще с детского сада, сколько я себя помню, столько я помню, что я рисую. Мне очень нравилось это делать, и я даже пошел в школу с художественным уклоном. Я там учился, но именно в этой школе я осознал, что художником я не хочу быть. Ну, то есть это так вот случилось, что краски, живопись, акварель – это все не для меня. При этом я продолжал рисовать, продолжал увлекаться техникой. У меня в зале у отца была мастерская, откидной секретер, и у него там был постоянно включен паяльник, напильники, какие-то ножницы, и всегда в доступе были инструменты, молотки. И я растворял нитрокраской все, что можно было ей растворить. То есть мне как-то вот всегда нравилось экспериментировать, пробовать что-то делать, и при этом я всегда любил рисовать. И при этом такой диссонанс, что никакой художественной такой направленности четкой я уже знал, что не хотел. Потом я поступил в 26-й лицей, сейчас это гимназия колледж искусств, и вот недавно она отмечала свое 100-летие. И там мне очень повезло, мне встретился очень хороший преподаватель, это Кристина Александровна Стрикелева. И, в общем-то, с этого момента и началось мое погружение в дизайн. И когда я заканчивал этот лицей, я уже четко знал, чего я хочу, и целенаправленно шел в Академию искусств на промышленный дизайн. То есть это было уже стопроцентное сознание. В воздухе висела вот эта жажда опережающего дизайнерского проектирования. И мы так и учили своих студентов. И, в частности, Игорь Соловьев оказался одним из немногих студентов. Вместе с ним еще в паре, по-моему, они даже дружили. Был такой Данила Иванов, там потом Палкин был. Они интересовались промышленным дизайном. Диплом у него был автомобиль, такси. Все увлекались тогда транспортом, потому что заведующий кафедрой Игорь Герасименко, который, в принципе, очень много сил вложил в становление кафедры и создание на ней правильного понимания этого, и Олег Чернышов такой, они понимали вообще, что такое настоящий дизайн, и они в ребят вложили, вот скажем так, вот это правильное понимание. Игорь как раз один из тех первых студентов, с которыми я столкнулся и оказался в такой очень сложной ситуации. То есть, с одной стороны, у меня опыт преподавания был небольшой, годы мои были не такие уже взрослые, а студенты тогда были очень активные, целеустремленные, раз они смогли таких вершин добиться. Поэтому наше взаимодействие носило такой характер, знаете, как я говорю, играющий тренер. То есть, нам было интересно вместе работать, мы сами для себя открывали новые горизонты, легко было делиться опытом, дизайн деятельности, дизайн проектирования, это еще был свежий абсолютно опыт. А с другой стороны, уже все-таки возникал какой-то интерес к личности, и поэтому Игорь Соловьев, он с первых дней знакомств, с первых заданий студенческих, конечно, отличался повышенным, я бы сказал, качеством мышления и какого-то такого футуристического видения будущего. Дизайнерская деятельность – это деятельность проектная, и дизайнер не рассматривает просто оболочку какого-то предмета, он рассматривает ее всегда, во-первых, вкупе с человеком, а во-вторых, всегда в процессе возможного изготовления. То есть это и технология производства, и конструирование. И вот эти нюансы, они обуславливают, собственно говоря, этот узкий коридор. И поэтому в какой-то мере это даже значительно более жесткие рамки,
графики, чем у живописцев или художников, ну, в таком широком понимании этого слова. Потому что за каждой линией, которую ведет дизайнер, стоит технология производства и, собственно говоря, бюджет. Идеи, они же приходят постоянно, и сама жизнь служит толчком для этих идей. Все, что угодно может послужить толчком для возникновения какого-то решения. И идей очень много, а воплотить их получается гораздо меньше, ну, то есть потому что это же целый процесс, то есть после того, как возникла идея, ее как минимум нужно как-то опредметить на бумаге или в модели, в компьютере, потом после этого необходимо в современном мире учитывать и какую-то маркетинговую составляющую, да, то есть как именно эту идею воплощать. Это нужно прийти к кому-то, попросить на это бюджет и самому реализовать, достать свои средства и самому это сделать, то есть выступить в роли инициатора какого-то стартапа, или это сторонний заказ человека, то есть и за этим всем идет огромная работа, которая на самом деле выливается в несколько лет, как правило. То есть это минимальный срок, то есть условно минимальный, за который может реализоваться какая-то идея. То есть, одно дело, можно, конечно, самому чем-то что-то выпилить напильником, а другое дело, если мы говорим про промышленный дизайн, то есть, а я как раз промышленный дизайнер, то в отличие от графического или веб-дизайна, я имею дело с вещами, которые производятся промышленным способом. А чтобы что-то изготовить промышленным способом, то, как правило, это оснастка, пресс-форма, и это, то есть месяцы, а иногда и годы. Есть профессии, да, которые невозможны, в принципе, без коллаборирования, да? И многие творческие профессии существуют только во взаимодействии, да? Таким профессиям можно отнести кино, театр, да, и дизайн в том числе, потому что дизайнер всегда работает, как минимум в сотрудничестве с производством, да, то есть с технологами. Сейчас дизайн перестал быть деятельностью одиночек. Это деятельность огромнейшего коллектива, причем совместной работы. И прежде чем они начинают нуждаться, скажем так, опять-таки, в украшении объемно-пространственной структуры, они все очень тщательно взвесят. Кому продать, за сколько, какие материалы сюда включить и так далее, и так далее. И если дизайнер этим не владеет, он никогда с этим не справится. Поэтому надо уметь разговаривать и очень убедительно доказывать. Идея скворечника на самом деле родилась очень просто, потому что я тогда работал с американской компанией. Это была американская мерчендайзинговая компания. Она продвигала алкогольную продукцию европейских брендов на американский рынок. И моя задача была как раз придумать какие-то, то есть условно вторичную упаковку или элементы и аксессуары, которые продвигают эту продукцию, то есть помогают ее как-то представить в лучшем свете. И одна из идей, то есть один бренд был, который продавал вино, и была поставлена задача придумать что-то с винной упаковкой. Но вино, оно ассоциируется, конечно, не с тетрапаками и пластиком, да, то есть это какие-то натуральные материалы прежде всего. И поскольку натуральные материалы, то есть это большие затраты, то есть и хотелось, конечно, придать какую-то вторую жизнь этой упаковке. И возникла идея сделать упаковку как скворечник. То есть после того, как человек достал продукт, его употребил, то есть у него остается эта упаковка, которая, в общем-то, подходит хорошо для того, чтобы в ней заселились некоторые виды птиц. А Игорь, на самом деле, такая звездочка, причем очень активный, очень креативный, очень деятельный, такой бурный даже в чем-то, взрывной. И, конечно, такие люди притягивают, и с ними всегда интересно и приятно общаться. И он, несмотря на свои глубокие знания, которые он передает и студентам, и
я считаю, что он очень хороший педагог, он сохранил такую какую-то юношескую непосредственность и такой даже маркер, как он его достаточно часто использует. О, прикольно. Этот проект, наверное, я не знаю, 2003 года или 2004. И, ну, то есть это тоже была идея о придании дополнительной функции объекту, когда у меня есть кресло, например, в книжном магазине или в каком-нибудь лобби, где есть возможность, где человеку необходимо провести какое-то время, ну, то есть и заодно почитать журналы, то есть и вот возникла такая идея кресла, совмещенного с книжной полкой, которая, ну, то есть я ее сделал, не имея конкретного заказчика или там не имея конкретного запроса на этот проект, просто сделал для себя, выставил в интернете, ну и, как ни странно, получилось, что она нашла достаточно такой широкий отклик. Мне хочется сделать каждый последующий проект лучше предыдущего, и каждый вот последний проект, он нравится больше, чем предыдущим, но всегда есть составляющие, которые невозможно просчитать, да, это касается и того же медиа, да, и условно удачного или неудачного позиционирования, и времени, и места, где и как этот проект появляется и выходит в свет, да. Сейчас все высчитывают время лучшего поста в Инстаграме или в Фейсбуке, да, ну, то есть эти алгоритмы есть, ну, и эта жизнь, никуда от этого не уйдешь, но тем не менее получается, что вот эти вот моменты, которые невозможно просчитать, они, конечно же, присутствуют. И, конечно же, невозможно предугадать реакцию людей. Да, бывает такое, что ты вроде делаешь так ради какого-то эксперимента или ради какого-то, ну, собственного душевного порыва, и оно вдруг взрывается. То есть, ну, вот так у нас было, мы с моей супругой сделали проект «Мозголампы». То есть это просто была такая вот какая-то мимолетная идея, которую удалось охватить и зафиксировать. Я ее замоделил там за несколько часов, отрендерил, вывесил в интернет. Ее опубликовали на одном из ведущих дизайнерских порталов там, с посещением несколько миллионов человек в день. И у меня взорвалась почта. Его известная лампа Insight попала в крутейшую хрестоматию, посвященную дизайну света среди лучших работ, среди лучших известных брендов и авторов. Я работал с китайским заказчиком. Китайский заказчик был скульптор. Ему необходим был какой-то объект для того, чтобы, ну, то есть можно было, ну, такой очень яркий какой-то по форме, очень необычный, но очень сложное в изготовлении, чтобы его нельзя было повторить, чтобы его можно было сделать только его способом. Я для него сделал проект. Я в какой-то момент, поскольку мне он очень нравился, я его чуть-чуть переделал, то есть так уже, ну, под себя, и решил реализовать его вот в жизни. Впервые в недоделанном виде он еще выставлялся в Таллине, а потом уже, когда его довели до конца, выставлялся в постулате, на постулате, по-моему, в 2014 году. И проект стал жить, собственно говоря, своей жизнью, как-то отдельно от меня. В какой-то момент он в музее нашем национальном выставлялся, и даже там хранился, и был на Ночи музеев. Вот. Ну и сейчас он находится в галерее в центре Минска. И он не продается, да. Ну, то есть он на самом деле он имеет цену, но эта цена, ну, то есть она такая не самая маленькая. Вот это вот умение видеть проблему, а не предмет, видеть процесс, а не такой сиюминутный материальный результат, да, это вот отличительная черта людей такого креативного, мыслительного, если хотите, направления. То есть вот то, что сегодня становится очень модным термин, да, дизайн-тинкинг, да, дизайн мышления, на самом деле это наша профессиональная обязанность. Вот и Игорь ей, кстати, очень удачно владеет. Для постулата мы сделали проект такой, ну, как фановой, да, скамейки, да, то есть какого-то такого, можно сказать, дизайнерского прикола, да, можно сказать, вещи, которую можно назвать шоу-стоппером своего рода, да, то есть функциональной вещью, но со специфической функциональностью. Предмета, который бы являлся одновременно не только мебелью, да, но и произведением искусства в полном смысле слова. Вот, это такой образ сидения в форме бритвы,
да, которая потом стала плюшевой. Всегда дизайнер на крупных предприятиях находится на вторых, на третьих ролях. Главенствует главный конструктор, который тебе диктует, главенствуют маркетологи, которые определяют, как этот дизайн должен выглядеть. И в этом есть большой конфликт интересов, который на самом деле был извечным. И сегодня на самом деле я вижу пути развития дизайна, в том числе и промышленного. Это стартапы, это поиск инвесторов, это свои собственные инновационные проекты, которые ты видишь от начала до конца и которые внедряешь. И для этого достаточно много инструментов. Это и краудфандинг, и всякие кикстартеры, и всякие поиски инвесторов. И Игорь этим тоже пользуется. У него заказчики есть со всего мира, с которыми он умеет находить общий язык. И при всем этом он не утратил возможности даже сотрудничать с администрацией президента. Проект «Геометка» так и называется, то есть это скамья «Геометка», то есть это значок геолокации, который из виртуальной реальности воплощен в материальный какой-то, то есть в уличном пространстве, да, то есть и мы его сделали для фестиваля, опять же, Minsk Design Week с целью создать какой-то, новаторский, да, объект инфраструктуры городской. Геометрия геометки, да, я извиняюсь за тавтологию, такова, что люди могут сидеть как лицом друг к другу, если они поворачиваются внутрь круга, да, так и спинами друг к другу. Размеры геометки довольно большие, не довольно большие, рассчитаны так, чтобы вместить 15 человек, насколько я помню, может быть 16. И все эти люди находятся автономно. У художника должен быть узнаваемый почерк. Тут никто не спорит. Хотя всегда приятно, когда тебя люди на выставке удивляют. Ты идешь и так думаешь, а кто это? А вот я не знаю, дай-ка подойду поближе. Знаете, у дизайнера должен быть узнаваемый почерк тоже. Но этот узнаваемый почерк должен быть в его неожиданности решений. Когда ты видишь работу и не знаешь, кто это сделал, значит, это сделал хороший дизайнер. Потому что когда человек вырабатывает некую собственную пластическую шкалу подходов, приемов, или какой-то очень узкий сегмент рынка, для которого он создает материальный дизайн продукта, то это, конечно, уже потом становится очевидны его приемы и прогнозируемые. А непрогнозируемость – это то, что должно стать прогнозируемым стилем. Моя супруга, мы с ней вместе учились. Она тоже занимается промышленным дизайном, и сейчас она выступает в роли такого самого беспощадного критика и арт-директора для меня. По сути, она не позволяет мне куда-то уходить в сторону, делать какую-то ерунду или, совсем отрываться от реальности. И также она, занимается больше какими-то стратегическими направлениями в плане продвижения. И, в общем-то, подсказывает мне, то есть и указывает на мои ошибки. Есть такая теория, что нельзя двум творческим людям создавать семью, что это обычно проблема и тяжело. Мне кажется, что зависит от каких-то установок. Если пытаться дополнять друг друга, да, не пытаться как-то конкурировать и тянуть одеяло в свою сторону, конечно, это не сразу, может быть, получалось. Конечно, сейчас, мне кажется, мир вокруг настраивает, что каждый должен как-то себя реализовать, проявить. У женщины тоже свой путь должен быть какой-то уникальный, отдельный, да. И, конечно, хотелось как-то, может быть, где-то что-то свое, но как-то жизнь так складывалась постепенно. То, что со стороны, может быть, многим казалось очевидным, что вы же вместе, у вас одна профессия, вы органично дополняете друг друга. Может быть, это не сразу, осозналось, но постепенно жизнь к этому привела. Тяжко, да.
Ну, никто не говорил, что будет легко. У нас в силу того, что у нас как бы 3 детей, и получается, что я все-таки больше, наверное, занята детьми и бытом, да, как бы в любом случае, как мама, да. Естественно, у меня нет возможности полноценно посвящать себя как бы какому-то проекту целиком, да. То есть я как бы как это серый кардинал, который где-то сзади, сбоку фоном. Игорь, да, просто безумие любит свою семью. Он абсолютно и всецело самоотверженно посвящает вот энергию своей жизни этой стороне своего бытия, да, то есть он на самом деле продуктивный творец, продуктивный дизайнер, но, зная его близко, я понимаю, что дизайн, творчество, хотя оно, может быть, отнимает больше времени, является второй частью, то есть это номер 2 в его жизни. То есть семья, дети, жена — это всегда номер 1. То есть когда нужно выбирать, да, приоритеты, когда нужно планировать время, например, да, что за сегодня сделает Игорь. Он всегда исходит из интересов семьи. Я еще и преподаю. Сейчас я преподаю в Академии искусств. И в этом году впервые я преподаю на 4 курсе. Всегда я преподавал на 5 и вел дипломы. Ну и вот в этом году впервые на 4 курсе для меня это тоже что-то новое и интересное, потому что к 5 курсу обычно люди уже, то есть состоявшиеся практически специалисты, и их уже нужно не столько учить чему-то, сколько направлять и как-то, ну, просто корректировать. Всегда дизайн шел как бы в ногу со временем, и вот под эту терминологию мы стараемся привлечь преподавателей, те, которые именно идут в ногу со временем, которые, ну, реальный опыт имеют. Поэтому у Игоря за плечами очень большой, богатый опыт проектирования, и от там, мебели, заканчивая смарт-гаджетами, и в том числе такими, казалось бы, техническими устройствами, как там аппарат там, для лапароскопии, хирургический лазер. Такие приборы, которые, казалось бы, ну, что там есть человеческого, да, там такой технический прибор. Вот. И поэтому, как дизайнера, я бы хотел Игоря тоже охарактеризовать, что он очень вдумчивый, очень пытливый, да, и студентов тоже заставляет постоянно думать. Постоянно они выходят с занятий немножко в таком стрессе. Есть методология, конечно, по генерации идей, есть очень много разных систем, есть там теория решения изобретательских задач Альтшулера, очень известная в мире, то есть есть очень много разных способов, которые способствуют тому, чтобы человек нашел какое-то нестандартное решение. Но тут вступает еще в игру и момент личностный, да, то есть потому что кому-то проще генерировать идеи, кому-то проще их доводить, кому-то проще делать, ну, искать какие-то нюансы в чем-то, искать какую-то нишу. Мы в состоянии как бы, достаточно на профессиональном уровне какие-то готовить предложения даже от Академии. Вот таким предложением у нас было по проспекту Победителей организация таких, ну, скажем так, и мебельных зон, и арт-инсталляций, световых инсталляций. Вот целый каталог когда-то главному архитектору города представляли от учреждения образования, Академия. Его затерли до дыр, то есть мэр города, и потихоньку какие-то объекты, ну, правда, в другой интерпретации, потому что мы предоставляем как бы только, ведь проекты, это студенческие работы, это еще не конечный продукт. Все хотят, конечно же, всегда видеть конечный продукт, но вот именно интеллектуальная собственность вот, приносит такие, как бы, ну, по крайней мере, такой позыв что-то сделать хорошее. И уже видно, что некоторые работы были переосмыслены, какие-то работы были отданы, там, например, в Минск-рекламу для световых конструкций. Дизайн ведь на самом деле это не только про генерацию идей, потому что, ну, генерировать идеи – это хорошо, но необходимо знать, каким образом то, что ты сгенерировал, потом воплотиться в жизнь, за счет чего это можно сделать и не потерять по дороге смысл. Был такой постулат, что красиво, то, ну, что удобно, то и красиво. Потом была такая мысль, что красиво то, что эмоционально, да, то есть то, что вас трогает и что-то вызывает. Лично для меня вещь, если она функциональна, если она выполняет свое назначение, функцию, и
и хорошо это делает, то она не может быть уродливой. Стиль — это свобода, то есть, которая подразумевает возможности работы в абсолютно каких-то разных плоскостях. Ну и поскольку я работаю сам и с мебелью, и с электроникой, и с упаковкой даже, и даже с графикой иногда, то есть очень интересно какие-то одни аспекты из одной сферы перекидывать в другую сферу. Это тоже, кстати, один из приемов нахождения новых идей или генерации новых идей, которая позволяет нестандартно посмотреть на проблему, на вещи и найти какое-то интересное решение.